особую роль и важность для нашего города во всей дорожно-транспортной инфраструктуре – это работа общественного транспорта. К сожалению, сегодня механизм работы общественного транспорта в целом по городу, он требует реформы. Поэтому нам необходимо точно подойти к расчету того, сколько какой маршрут должен ездить и как он должен ездить. С этой целью мы с прошлого года проводим научно-исследовательскую работу. Результаты ее мы сегодня готовы вам представить. Сайт yakutsk-transport.ru. yakutsk-transport.ru. У меня в ВКонтакте, в Телеграме есть ссылка, можете зайти посмотреть на этот сайт. Надо заходить не с телефона, а с компьютера. Там представлены новые маршруты, в которые необходимо внести, посмотреть, и ваша обратная связь. Подходят они вам, нравятся они вам или нет. Они посчитаны с точки зрения оптимальной маршрутной сети, сколько километраж, сколько людей проживает. Город кардинально поменялся, динамика роста города. Наши маршруты основные ездят с 1995 года. Работа с безнадзорными животными – это большая ответственность и задача, которая усложняется в нашем городе с климатическими особенностями. Мы работаем только в рамках 498-го федерального закона по собакам. Мы больших собак всех содержим на территории приюта. Более 1000 собак у нас содержится круглый год. 3215 собак отловлено, ну и процедура УСУВА проведена соответственно. В 2022 году были вынуждены на территории нашего города запустить уникальную вещь, это штрафстоянка для лошадей. Это есть только в нашем городе, мы вынуждены были это сделать. Мы получили ответ от одного из собственников, который сказал, что на 203-м микрорайоне лошади постоянно появлялись. Он сказал, что это не лошади мои появились на 203-м, а 203-й появился там, где мои лошади паслись всегда. Да. Поработали в правилах благоустройства, поработали, ввели официальные нормативные правовые акты, и теперь у нас все лошади, которые находятся на территории, как только поступает сигнал, или мы при патрулировании видим, доставляем на штрафстоянку. По социальным сетям видели же табун лошадей по проспекту Ленина? Видели или нет? 140 тысяч рублей заплатил хозяин этого табуна за красивую парад своих лошадей. И больше его лошади не появляются на территории города, потому что это дорого. Представляю собственников участков местности Сырат и СХПК Хатасский. У нас вопрос, это земли сельхозназначения, и вопрос, будут ли внесены изменения в генплан по этим землям. Пока мы все с вами не соберемся, и вы не согласитесь часть участков отдать под дороги, под школу, нет. Ну, если согласны, то тогда в администрацию Хатасов, в администрацию пригородного Табаги, куда решите, туда и приезжаете. Они сейчас собираются сбором всех собственников. И когда мы только так договоримся, и будут предоставлены земельные участки и построены школы, только после этого переведем, потому что школа в Хатасах перегружена почти в 3 раза, школа в пригородном перегружена почти в 3 раза, и только мы дадим добро там построить ИЖС, там вырастет Сатал-2 в течение 1 лета. Это до свинокомплекса. Да, без разницы, где бы ни было. Пока мы не поменяем и не дадим там возможность реализовать социальные функции государства, перевода не будет. А вот 13 февраля будут общественные слушания по изменениям генплана. Там будет этот вопрос? Нет, он комиссию не прошел. Я этот вопрос говорил в такой же встрече с Хатасов, Табаге, в пригородном, объяснил на карте, почему и как сделать. Обратитесь в администрацию Табаги, пригородном или Хатасов, куда вас ближе земельный участок, вас включат в группу, с которой мы будем встречаться, отдельно работать. Это сложный, большой вопрос. Тогда в Хатасах. Да. Вопрос по микрорайону Тускул ставит гражданин вопрос, когда ты к нам приедешь, пора там решать ситуацию. Дороги, свет, газ и так дальше.
категория земельных участков ИЖС. Значит, Тускул сам по себе недалеко ушел от Сатала. Ситуация ужасная. Вас просто, по сути дела, всех огульно перевели. Архитекторы, которые это делали, им место работать не в архитектуре, а, не знаю, полы подметать, короче. Уже да, уже. И вот нам сейчас нужно решать обратную задачу. Проблема по Тускулу, когда мы начали строить дороги, у вас нет возможности даже пожарную безопасность обеспечить. Надо расширять дороги. Поэтому да, мы поедем с вами встречаться, и нам, скорее всего, придется у кого-то просить, чтобы он участки сдвинул. Да, есть, а так как план же утвержден, там красные линии. Ну, он по факту не так у вас все построено, не по факту того, как оно сделано. Поэтому, да, приеду, да, будем общаться, но быстрых побед не ждите. Быстрых побед не ждите, потому что сейчас первая задача — газифицировать, подвести электричество за счет государства на многодетные семьи. Вам, значит, с точки зрения приоритетов, которые будут сделаны, это 2024 год, будет проведена ликвидация дефицита пропускной способности газа, тогда уже в рамках соцгазификации 500 домов, которые сегодня имеют право собственности, они могут подключиться к газу. Это раз. Второе, значит, по дорожному строительству. Мы сейчас, первая задача, допустим, в 2023 году будем 9 километров делать дорог для многодетных в Северном. Далее мы вот 5 километров в этом году сделали в Хатасах. Мы будем сейчас заниматься догонкой того, чтобы сделать дороги к многодетным семьям. Маганский тракт, Вилюйский тракт, то, что я рассказал. Потом мы придем к вам. Сразу говорю открыто. Каковы перспективы строительства пристроек в нашей школе номер 19? Так, второй вопрос, ну, скорее всего, пожелание. Просьба в будущем рассмотреть возможность установки теплых остановок у нас на микрорайоне, тем более дети, учителя ездят с города. Пристрой рано или поздно будет, но перспективы сегодня у нас приоритет — это 17-я школа, пристрой сделать. Значит, далее разобраться с пристроем ко второй школе. Вот у нас стоит в центре всего два, значит, места, где можно построить школу. Это пустырь за Саха-экспоцентром, который сейчас принадлежит структурам московским. Москвичи собственники, значит, и они допустили нарушения, и мы с ними в судебном споре забрали землю под нужды школы, значит, но сейчас оспаривают. Я считаю и убежден, что в центре нужны школы. Вот мы 26-й, 29-й строим, 17-ю построим, далее, значит, вот к 7-й необходимо, ну и 19-й тоже, само собой, приедем. Надо делать. Значит, по остановкам принято, я, как и говорил, надо их везде ставить, но как бы есть всегда возможность сделать определенное количество, выше головы не прыгнешь. Дороги и транспорт. 22 километра дорог по безопасным качественным дорогам уже отторгованы. Ждем начала строительного сезона. Сказал, обновление парка автобусов. Планируем в этом году закупить 75 автобусов, запустить их на городские линии все. Обеспечение жильем. Вот, как я говорил, мы в этом году в 3 раза больше, чем обычно переселим. 843 квартиры и 30 тысяч квадратных метров жилья. В этом году планируем досрочно закончить программу переселения. Значит, 38 дворовых территорий, это на 450 миллионов, мы заходим в дворы, опять же будем преображать дворы, это десятки тысяч километров, десятки тысяч квадратных метров нового асфальта, детские площадки. Парк Победы сказал, аллея Патриот, то, что мы сделали, дорожки, Стелла, в общем, Парк Победы с этого года будет еще больше людей притягивать, мы обратим и будем продолжать это дело также. Получили уже в 2 раза больше финансирования на столичные функции, в которых есть содержание улично-дорожной сети с республиканского бюджета. Мы, то есть, в 2 раза больше будем убирать дороги, построим больше освещения, чем строили в этом году. Финансирование увеличим по функции «Светлая столица». Жилищно-коммунальное хозяйство сказал коллектор, продолжаем строить соцгазификация и газификация земельных участков для многодетных.
Сегодня у нас состоялась 45-я очередная сессия Якутской городской думы. На сессии Якутской городской думы приняли участие 19 депутатов. Было рассмотрено 4 вопроса. Ну а конечно же, самый главный вопрос — это отчет окружной администрации и главы города за проделанную работу в 2022 году. Следует, наверное, отметить, что нынче у нас отчеты окружной администрации и главы города Якутска прошли в новом формате. Было проведено 30 отчетов. Сегодня вот как раз состоялся 30-й отчет заключительный в рамках нашей сессии Якутской городской думы. Я сам лично участвовал в нескольких отчетах, видел, как наши жители, наши горожане реагируют. Очень было много вопросов, предложений, замечаний. На все вопросы жители города получали исчерпывающие ответы. На всех отчетах присутствовал сам глава города. И отличительная, наверное, черта этого формата — это то, что отчеты происходили не только по территориальному принципу, да, вот как ранее, да, вот по округам, по пригородам, но и по отраслям. Также отчет был вчера проведен перед нашими однопартийцами. Вот, это тоже новый формат. И тут, конечно же, хочется сказать, что помимо отчетов наши горожане, жители города услышали много планов, что на территории города Якутска реализуются очень качественно национальные проекты, исполняются поручения президента нашей страны. Окружная администрация, глава города, при поддержке главы республики выполняет все поставленные задачи. И оценка жителей — это люди очень с большим воодушевлением, удовлетворением встречают эти отчеты. Сегодня мы на сессии видели, что наши коллеги тоже принимали активное участие в этих отчетах, вносили свои предложения. Отчет был принят единогласно.